К этому конкурсу участники, работники ресторанного и гостиничного бизнеса готовились основательно. Специально для них специалисты проводили мастер-классы, круглые столы, семинары и лекции. Итог двухмесячного обучения со специалистами Международной бизнес-школы туризма финансового университета при правительстве России для работников, приобретенные знания в своей сфере и профессиональные качества. Усвоен главный урок – вкусно приготовить и красиво подать любое блюдо, конечно, важно. Но делать эту работу с огромным желанием куда важнее. Ведь клиент должен быть не только прав, но и счастлив, отвечают специалисты в области ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы так поняли, что ресторанный бизнес у вас достаточно молодой, он буквально недавно стартовал, только-только развивается. А у вас прекрасные гостиницы уже есть в Ингушетии, может быть, их не хватает, и надо тоже развивать это направление. Но я хотела бы отметить самое главное, что у вас замечательные люди, которые очень хотят улучшить свой бизнес, очень хотят совершенствоваться. Это прекрасные были слушатели, которые поглощали все знания, ловили каждое новое что-то, новое веяние. И мы увидели, что здесь потенциал колоссальный. Успешно сдать аттестацию очень важно для работника, ведь от итогов этого конкурса зависит их дальнейшее путешествие в мир гостеприимства, приема и размещения гостей. И Ольга Николаевна, и Кира Анатольевна, и Татьяна Васильевна, и Ольга Владимировна, все желают вам сегодня успешного завершения. И знаете, что самое отрадное и приятное? Мы же много преподаем, и мы видим разных студентов, разных слушателей. Вот вы очень отличаетесь. Мы давно не видели таких замечательных глаз, такого желания учиться, такого настроения позитивного. Повара, официанты, горничные, администрация отелей и ресторанов Ингушетии – все они сегодня продемонстрируют полученные знания. Экзамен разделен на две части – отчет о стажировке, которую работники проходили на местах, и тестирование. Бехкан Катиев признается, что задания в тестах несложные, а помогает во многом и богатый опыт в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы научились основам ресторанного бизнеса, то есть технологии приготовления, санитарно-гигиеническим требованиям. Много очень полезного для нас мы взяли на этом обучении. Тест задания было бы сложно, если бы не обучались. Но мы подучились, мы уже подкованы, и теперь нам кажется, что они не сложные. Я думаю, что задания были вполне выполнимыми, не потому что они легкие, а потому что с нами была проведена огромная подготовительная работа силами профессорско-преподавательского состава. Мы получили очень много знаний, мы получили стажировку на рабочих местах. Нам все разъяснили, и для нас было совершенно несложно просто почитать эти тесты, почитать раздаточный материал, которым нас обеспечили. Возможность повысить квалификацию работникам гостиничного и ресторанного бизнеса предоставилась благодаря совместной договоренности Международной бизнес-школы туризма финансового университета при правительстве России и Министерства труда Ингушетии. У нас в республике реализуется программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Ингушетия в 2018 году. Эта программа работает в Северо-Кавказском федеральном округе. И Ингушетия в числе первых разработала и защитила эту программу. Она успешно, хоть мы и поздно стартовали, но успешно реализуется, особенно в туристической отрасли. В рамках обучения прошел и конкурс профессионального мастерства по кулинарному искусству и сервису под названием «Гостиница Ингушетии». Выбирали лучшего повара и официанта. О возможностях региона в сфере туризма говорили уже на круглом столе в горной части Ингушетии. Собственно говоря, мы завершаем эту программу. Но вы знаете, что слушатели получат, соответственно, дипломы о переподготовке. Те, кто обучается по программе переподготовки, и сертификаты тех, кто обучались по программе повышения квалификации. А что очень приятно, что слушатели, многие захотели учиться еще. И вот это нас очень радует. То есть люди, мне кажется, только сейчас поняли, ощутили вкус к учебе.
И это очень радует, потому что многие захотели, например, получать высшее образование в сфере именно туристского, гостиничного, ресторанного бизнеса. За 2 месяца работы в регионе специалисты не только подготовили профессиональные кадры, обучили искусству работы с гостями, но и обменялись опытом. Ингушетия богатая традициями и обычаями республика, и у нас можно многому научиться. Ирина Сычуева, Ислам Арапиев, Новости 24.